100 лет назад в Советской Социалистической Республике Абхазия в соответствии с указанием Ревкома приказом НКВД СССР Абхазии была создана рабочая крестьянская милиция. Изначально это было формирование полувоенного типа, которое пользовалось уставами революционного комитета Красной Армии. Состояла абхазская милиция из Главного управления уголовного розыска милиции города Сухум, Гагарского, Гудаутского, Самурзаканского, Гумистинского и Кодорского уездных отделов. Первым начальником Главного управления был назначен Константин Платонович Иналыпа, который являлся одним из активных участников борьбы за советскую власть. В 1918 году Константин Платонович командовал партизанским отрядом, был членом военно-революционного комитета Абхазии. Однако история становления абхазской милиции началась еще раньше. Первым военным комиссаром Абхазии был государственный военный деятель Таташ Маршан. Именно он еще до установления советской власти в Абхазии в 1917 году возглавлял существовавшую тогда народную милицию и стоял у истоков создания правоохранительных органов страны. За ним установили погоню. Он один из борцов самых таких против грузинских меньшевиков. Его не смогли покорить, и он умер в своей смерти в 1929 году. Он заложил основу создания абхазской милиции. 10 ноября 1921 года рабочая крестьянская милиция была преобразована в отдельную милицейскую бригаду, которую возглавил штаб глав милиции. В это же время, помимо уголовно-розыскного и конного резерва, были созданы железнодорожная, водная, промышленная, ведомственные отделы милиции. Тяжелым временем для абхазских правоохранителей стал период репрессий в 1936-1937 годах и годы Великой Отечественной войны. Вместе со всем советским народом лично состав органов внутренних дел Абхазской АССР стал на защиту страны. На органы внутренних дел было возложено выполнение важных функций. Проводились операции по обезвреживанию вражеских агентов, шпионов, подрывных диверсионных групп и защите военного порядка. На органы милиции было возложено исполнение новых функций, таких как борьба с военными и трудовыми дезертирами, с налетчиками, распространителями провокаций. В то же время активно формировались истребительные батальоны. Дополнительно истребительные батальоны формировались за счет работников милиции. Они несли очень большую нагрузку в связи с тем, что враг-то был на подступах, мы имели жертвы на перевалах. Авиация прорывалась, даже Безыбский мост бомбили, а одна бомба не взорвалась, и с тех пор ее ищут. В тесном контакте с органами НКВД, я расширительно говорю, поскольку и милиция тогда входила в эту структуру, занимались поисками, установлением, поисками, задержанием лиц, склонных к измене, к другим антигосударственным поступкам, шпионов, ловили. Леонид Габлия проработал в правоохранительных органах 44 года. Начинал свою деятельность в Гагарском отделе милиции. Обстановка, по словам полковника, в этом городе в советское время была непростой. Город Гагра входил в число 200 городов Советского Союза с осложненной оперативной обстановкой. Что это значит? Во-первых, в летний курортный сезон в разы увеличивалось количество населения за счет отдыхающего контингента. А в это же время активизируется местный преступный элемент. И большой скачок в связи с этим уровня общей преступности и тяжких ее видов. Гагра, как правило, подвергалась раз в 2 года комплексной проверке с участием в обязательном порядке сотрудников Центрального аппарата Министерства внутренних дел Союза. И вот по итогам проверки делались соответствующие выводы на уровне коллегии Министерства внутренних дел Абхазии. Подводились итоги, намечались задачи, необходимые к выполнению в предстоящий период. К
Криминогенная ситуация в советское время была непростой и в городе Ткварчал, так как Ткварчал был промышленным центром Абхазии. Трудоустроиться сюда приезжали люди из многих других советских городов. Конечно, в связи с этим росла и преступность. Но все же ситуация в городе контролировалась. За порядком следила народная дружина. Народная дружина захизис. Ахатша гумша кван. Преступление Алларыз тахам заган мейтгуана аусурвана. Не менее сложной была обстановка в Гудаутском районе. Гудаутскую районную милицию возглавлял Александр Золотинскевич Анкваб. Ну, этот человек очень принципиальный, он свою работу знал хорошо, в криминогенной обстановке разбирался, он по образованию юрист. Далее тяжелые 90-е годы. Национально-освободительное движение абхазского народа. То и дело происходят стычки между абхазами и агрессивно настроенными грузинскими националистами. Предвоенное время характеризуется осложнением обстановки в связи с повышением уровня самосознания населения, национально-освободительного движения. В этих условиях нагрузка была очень высокой, ведь курортный сезон не прерывался, а мероприятия за мероприятием, направленные на обеспечение безопасности митингов и так далее, требовалось сил и средств дополнительных. Проводились митинги на границе, и после этого участники на автобусах с развернутыми знаменами по центральной трассе, знаете, такого провокационного характера, открыто провокационные мероприятия проводились. Их, несмотря ни на что, пресекались. В том числе за счет патриотически настроенных сотрудников нашей милиции. Испытанием мужества, преданности служебному долгу и своему народу стал период грузино-абхазской войны. Ветераны с болью в душе вспоминают этот день, начало войны. Я тогда работал начальником отделения на рынке. Тогда грузины забастовали, меня направили туда. И где-то 12 часов приходят люди, говорят, война началась. Мы начали его искать. Мы думали, что провокация. Но на самом деле это произошло, и мы тогда уже двинулись по месту дислокации, это УВД города Сухум. Потом уже как-то все мы ждали чего-то, но такой особой четкой команды не было. И каждый умудрялся каким-то образом выйти на то место, где можно было уже взять оружие и идти на войну. Вот наша абхазская милиция, как и весь наш народ, сделали возможно невозможно, чтобы быть и в народе, и с народом. И сделали немало. Это не за то, что я сотрудник, говорю за сотрудников, а очень много сделано сотрудниками милиции во время войны, после войны и по сей день. Аслан Дгеби с 1977 года работал в УВД города Сухум. Прошел путь от старшины милиции патрульно-постовой службы до начальника милиции первого заместителя министра МВД. Многие сотрудники милиции, которые ушли на фронт, впоследствии стали руководителями разных подразделений и отрядов, вспоминает ветеран. Среди сотрудников милиции 29 героев Министерства внутренних дел. Из них 9 при исполнении, 7 во время войны, и остальные, слава богу, живы и здоровы, но, к сожалению, так получилось после войны. 2 умерли, Агарба Гивика Мугойч и Начач Владимир Еминович. Во время грузино-абхазской войны Александр Анкваб возглавил Министерство внутренних дел Республики Абхазия. В эти тяжелые дни, когда оружие было практически на руках у каждого, бороться с правонарушениями было непросто. Но несмотря на это все, Александр Анкваб прекрасно справлялся с этой работой. Порядок удавалось навести. 2 неизвестных лиц издалека обстреляли здание Гагарского городдела внутренних дел. Но мотивы мы знаем. За день до этого сотрудники милиции задержали 3 воров. Они сидят в камере.
И вот раздавались угрозы, кое-кто приходил с требованием их отпустить, но, естественно, получили отказ. И в ответ на это вот такая акция из-под тишка. Но это тоже нас не пугает совершенно, и мы не собираемся отступать и будем продолжать делать то, что делаем. Следует учитывать, без поисков контактов и с военными сейчас, с военными гарнизонами, с военными комендатурами, с другими органами власти, нам надо быть изворотливее, что ли. Уметь прощать и ошибки, и критику, и стараться вот в этой общей массе находить тот путь, который при совместных усилиях поможет прийти к лучшему результату. Отбросить все прошлые обиды личностного характера и сосредоточиться на одном. Если будем тянуть в разные стороны, то в эти щели обязательно будет залезать преступный элемент под патриотическими лозунгами, кстати. За время войны пришлось пройти через множество тяжелых испытаний, но особенно часто вспоминают ветераны операцию «Отвлекающий маневр» на Нижнем Гумистинском мосту в июле 1993 года. Тогда стояла задача сковать основные силы противника на правом фланге фронта. Это была уловка, в то время как основные силы абхазской армии были брошены на главное шромское направление операции. Для этой операции бойцы абхазской армии записывались в ряды смертников. К этому готовились очень тщательно. Нам надо было подготовить по той команде, которая была дано, 25 человек. Все сделали для того, чтобы проход был, но вода поднялась, и одним словом случилось то, что не должно было случиться, но не смогли пойти ребята из-за того, что воды много стало, река поднялась, и не смогли. На второй день заместо этих 25 человек пошли 131 человек по списку, еще человек, чтобы не соврать, человек 15 вне списка. Не захотели записываться, пошли. Там погибло наших ребят 37 за ночь 37. Но и раненых немало. Из того количества, которое я вам назвал, оттуда вышли 11 человек без единой царапины, но измотаны. Все остальные были ранены или убиты. Вот там, где мы располагались, это мост с левой стороны, за мостом отсюда. А там арка была. К утру этой арки вообще не было уже. Вот настолько массивный огонь велся, настолько артиллерия ихняя мощная работала. Вспоминать это тяжело и больно, но за ними или за этим есть победа. Смертная группа создана сэр-командир роты сығаныз. Бурисыры срота цейт, сырги слушаю за рабхис гыл. Убра осколка ко сах, таги агис, ахы сах, тахаса сапсы топ яхаги. Хвиз фехара яхаги аус зот и слушаю хучего сцот. Герой Абхазии Чичико Мархолия тоже перед тем, как сгустились тучи над родиной, работал в правоохранительных органах. Когда услышал, что началась война, он, как и его другие коллеги, взял служебное оружие и ушел на фронт. Апснарыц харин тагыла, гадын хавкла, апсны жлорикун хузыги, ирыл шузерал рыбсадгил рыхчун. Обрака абхегылар qartzit hazız pxezot amli serjavus zizuz. Izbanzer hara walpshis yahadu او يبسي بساخشر يخاخشر. وبري حز خصنا hara апришага хан авилорз. С тяжестью на сердце вспоминает начало войны и полковник милиции в отставке, ветеран войны Лоренцо Когония. 14 августа молодого оперуполномоченного уголовного розыска Хочемчирского райотдела милиции в звании старшего лейтенанта попросили сдать оружие. Был жаркий день, но
настолько, значит, было темно, что, значит, казалось, что вот сейчас вот, значит, мир перевернется. В общем, отвезли его в Сухум, и по возвращении уже назад, по дороге, где-то примерно в районе села Дача, Ачамчирского района, мне уже встречались, значит, техника военная, танки с грузинскими флагами. Все это проехал и вернулся в райотдел милиции и услышал команду сдать оружие. При мне был автомат Калашникова и табельный пистолет системы Макарова. Я так осмотрелся и принял для себя решение, что, значит, сдавать ни в коем случае нельзя. И выехал сразу в одну из ближайших деревень. Это было село Моква Ачамчирского района. Там уже, значит, собирались ребята с ближайших сел. Раб Борисович Кишмария организовывал, скажем так, сопротивление. Но ввиду того, что у нас было очень малое количество оружия, значит, то, что я с собой имел и привез, это тоже, значит, этому мы радовались, как будто у нас склад боеприпасов и вооружений. Бездарно погибнуть без пользы для Родины – главный страх, вспоминают ветераны. Мы решили с Мирабом Борисовичем выехать на автомашине в райотдел милиции и попытаться, значит, извлечь оттуда оружие, которое еще оставалось там по кабинетам у некоторых ребят и так далее. Но сразу нам этого сделать не удалось, потому что уже перекресток в селе Маркула, который по центральной трассе и ведет в город, на этой развилке уже стояли боевики грузинские и, значит, я могу смело сказать, бандиты, потому что можно было определить по внешнему виду, кто военный, а кто, значит, и остальная категория преступников, которых были выпущены из тюрем грузинских, можно было, значит, отличить. У, значит, одной части они были вооружены до зубов, все были в форменной одежде, в бронежилетах, а вторая часть, значит, с какими-то повязками, полураздетые, в маечках, и у них вот так прям были видны следы, значит, проколов на обеих руках. То есть это, скорее всего, значит, те, которые кололи себе наркотики. Там, значит, мы были остановлены. Мираб Борисович, я в одной машине. Начали нас проверять. Машина принадлежала, значит, парню из села по фамилии Тарба. Техпаспорт этой машины лежал под козырьком. В общем, обе категории этих военных окружили нас с обеих сторон. Спросили фамилию, чья машина. Тарба, я говорю, да. Абхазец, да. Выходите с машины. Нам была дана команда. Мы вышли с машины. Я, будучи, зная на тот момент, сейчас-то я уже подзабыл грузинский язык, который преподавали нам в свое время в школе, слышал, как они говорили, значит, давай мы их с собой повезем и потом по дороге где-нибудь выпустим. Ну, боязнь, конечно, была, что вот так вот бездарно можно будет погибнуть. Нас посадили, меня за руль, Мираба на переднее сиденье пассажирское, два таких мордоворота сели на заднее сиденье с автоматами. Буквально мы оттуда отъехали, ну, не больше километра, даже, может быть, меньше. Они между собой, значит, говорили, давай, говорят, вот здесь высадим их, они нам не нужны, но все равно до конца, значит, с трудом верилось, что они просто не расстреляют нас. يحاحيت بدوتا بشتل تبلان كارجت ساسنيد جام شعر سجس ستربريد أقرأ سترجيت تل تبلان ورشال ينرشتوج سرات ورشال غسيت حذفشن جامش روح مشخا مزز بقيرز رخينا بريحة التبلان ورشال يمايت سرا جروبا هيززجن أشتابش
وربيع دلتا بلان وخن حالنا رحيد جروبا دلتا أخذ حسب الجروبا رحنا جروبا دلتا نبخ جراززغون يول أمزي بفرزهن بيديه وبراس رخيد سنبا شبه يسفزي هاي بشرن شوز 30 سنتيبرا واشتاس شبس كور بسانس سنوخر بجيب وياشتخ زكي جيشي بشينة جي في بسرزهن ورو نباما مجيما خلصوا روح زاروي برا ميليسيا شرحن تابريا جيت بيستب غير سنرجيت وصورة سالاجيت يشكو سوزو خان وس براختس كوكاليتا ميليسيا رجانخ وشجانخ هلا هس نشانك ميليسيا صباح تخبره واجي خوشك زارا بتفرتي تريش بورياس بريد زنبز مام خان نشانك رشالم صوز جيبس خان جيبي كماغو يشابون مينستر سياس يلا شايف تان صار سرجي مابس كده جدا خانو زي شاد زوسا ساعة خراب خيط برا نشانك ميليسيس يونسكي خبر شو سرقن ذا بدريات почти вяжкуся начальник забрался звук. Отар Хеце на службе в органах внутренних дел с 1986 года. Начинал сержантом милиции в патрульно-постовой службе, где проработал до 1990 года. В этом же году он был направлен на учебу в Минскую высшую школу МВД СССР. Когда началась война, вернулся на родину. С начала войны, когда формировались группы, именно вот Гагаринская милиция, из числа всех тех работников, которые они как бы ушли с милиции в тот период, сформировали подразделение. Сперва она была группой, потом она стала ротой. Вот. Впоследствии, когда уже на июньском направлении, значит, уже при освобождении города Сухум, когда формировались батальоны, рота милицейская Гагаринская, она влилась в Гагаринский батальон в качестве одной из рот. Вот. Все время вот эти подразделения я как бы возглавлял до конца войны. Я, честно сказать, не жалею то, что я выбрал эту профессию. Достойно работать, приносить пользу своему государству. Это престижная профессия была всегда. И я думаю, что мое окружение и те люди, которые со мной работали, всегда достойно подходили к своей работе. Среди сотрудников милиции 29 героев Абхазии. 9 из них погибли при исполнении и 7 во время войны. 62 человека за мужество, проявленное в боях, награждены орденом Леона. И 83 за отвагу. К сожалению, о истории становления абхазской милиции очень мало сведений. Но люди в этом фильме и есть живая история, благодаря которым удалось узнать многое. С завершением военных действий война для работников милиции не закончилась. Они принимали активное участие в мероприятиях органов для стабилизации общественного порядка на границе по реке Ингур, в операциях по обезвреживанию и уничтожению диверсионно-разведывательных банд-групп. Я попал на работу, перевели меня в ГАЛ. Там было намного сложнее. Был период, когда за пределы города просто, значит, нельзя было объехать город. То есть все эти бандитские формирования, они осуществляли засады и именно были нацелены на
правоохранительные органы, на таможенные службы, на пограничные службы, которые там на тот период базировались. За период времени, который я проработал в Гале, при мне погибло 17 человек. В общей сложности именно работников Гальского райотдела милиции 32 человека погибло. Не только для сотрудников милиции, война продолжалась еще много лет после 93 года. Это все таким вот, скажем, на плечи тяжким грузом до сих пор. И, вот эти все воспоминания, они иногда и до слез доводят. И каждого по отдельности можно охарактеризовать, тех, кто погиб. Это не вычеркнешь уже с памяти нашей. И сегодня, когда я бываю в ГАЛ, естественно, я поклоняюсь там перед райотделом милиции. Всех вот, как в кинофильме, всех на лицо начинаешь вспоминать, когда подходишь к этому месту. После войны 10 лет сотрудники охраняли границу. 98-й год, майские события, вы прекрасно знаете. Вот все сидящие здесь, все были участники этого мероприятия. Это была недельная война. Я непосредственно руководил сводным батальоном милицейским. У меня были 7 человек раненые, но убитых не было. Мы прошли с боем от Сида, Тагилоны и дошли до границы. На самом деле я войну прошел с начала до конца. И вот там настоящие боевые действия, недельная война, мы выиграли опять-таки. Если мы не выиграли вот это майские события, может, чем это закончилось, это еще неизвестно было бы. Лоренцо Когони сегодня с болью в душе вспоминает события тех дней. Командировались люди туда, на нижнюю зону Гальского района. Ехала автомашина, вот типа скорой помощи. Там сидела в этой машине вместе с гальскими сотрудниками и прикомандированный из Гагры. И следом ехал автобус, в который тоже человек 20, наверное, сидело. Обычно этот отрезок участка нам приходилось идти пешком во избежание попадания в засады и так далее, и так далее. Но шел дождь, и почему-то показалось, наверное, ребятам, что лучше проскочить этот отрезок, нежели под дождем идти пешком. К сожалению, это было очень плачевно закончилось, и погибли ребята вот в передней машине, которая ехала, и гальские сотрудники, и прикомандированные из Гагры. И в этой машине, по-моему, один человек остался жив. Я помню, как мы их вытаскивали с этой машины. И просто в ответ те, которые вышли с автобуса, уже начали в ответ стрелять, но там буквально метров 500, наверное, было до границы, им удалось уйти. То есть не смогли ничего сделать. И на тот момент, когда уже я туда попал, нам пришлось этих ребят вытаскивать с машины. И вот этого одного я помню, который был жив, но у него было множественное попадание пуль. Ну, сегодня я знаю, что он в Гаграх живой, и у него, 2 детей, если я не ошибаюсь. За годы, прошедшие после победы в Отечественной войне народа Абхазии, исполняя свой гражданский служебный долг, погибли более 90 сотрудников. Это вдвое больше погибших в дни войны. Их имена увековечены на граните мемориального комплекса, созданного во дворе МВД. Пройдя страшный путь войны, все силы милиции были направлены на охрану общественного порядка. Предстояла огромная работа по восстановлению правопорядка в Абхазии. И эта работа осложнялась полным отсутствием технической оснащенности. Но несмотря ни на что, сотрудники милиции работали, не щадя себя. حوس حمشتلا زقنا بارم نخيق وبشكم بها خيوب حمحق ونحراح الجزء وس نحجزوتها حلق
Было очень сложно. Но в основном пришли ребята, которые прошли войну, которые хотели навести правопорядок в своей стране, но не было опыта, совершали какие-то ошибки, наверное, потому что учились на практике, теоретических знаний мы не имели. Но благодаря на тот период Роланду Ткебучава, после сменил его Аслан Гебия, они создали такой отдел, где старшее поколение делилось опытом с нами тогда молодыми, что нам было 22, 23. Нам пришлось бороться с преступностью в районе. В то же время большая территория в Кодорском ущелье была не подконтрольна нашим властям. И нам приходилось бороться там и с диверсионно-разведывательными группами, и охранять границу в Гальском районе. Нам приходилось в Сухумском РОВД помогать всем горорганам. Но взаимодействие было между всеми горорганами на тот период. И вот так, наверное, мы смогли навести более-менее какой-то правопорядок. Если отдел создавался с нуля, в 96-м мы уже по показателям были на первом месте. По словам сотрудников милиции, они работали на энтузиазме. Не было стабильной зарплаты, материально-технического обеспечения. Однако у них была сильная мотивация. Но мы знали, что нужно это нашей стране, нашему народу. Ну, после 98-го года, после майских событий, и авторитет уже МВД стал другим, потому что основной удар приняли на себя сотрудники внутренних дел, естественно, вместе с резервистами. Где-то после 2008 года в Гальский район уже не командировались сотрудники Министерства внутренних дел, уже начали повышать свой уровень профессионализма, знаний. Так что многое пришлось пройти после военный период, и как будто это все было вчера. Рауль Зухба пришел на службу в уголовный розыск Министерства внутренних дел в 1997 году. Пошел по стопам своего дяди, героя Абхазии Эдуарда Ажиба. Поэтому вопрос с выбором профессии у Рауля Зухба не стоял. Сразу после учебы он устроился на работу в МВД. Конечно, сложности были. Сегодня сложно, и тогда было сложно. Но мне кажется, люди были добрее. Люди понимали правонарушителей, лица, которые совершают преступления, сталкиваясь с милиционерами, с оперативниками. Люди понимали, что вот тут закончился предел, вот здесь закончилось все, что они пытались совершить. Сегодня, мне кажется, все немного по-другому. Сегодня мы сегодня все усложняем. Оснащенная техническими специальными средствами, современная милиция Абхазии продолжает дело, начатое старшим поколением, служение Отечеству. Служба в органах внутренних дел – это напряженная, но очень важная и нужная людям работа, требующая мужества и отваги, потому что цена этой работы – человеческая жизнь. Многие сотрудники МВД погибли во время исполнения своих служебных обязанностей. Кавалер ордена Леона Закан Джугеля был заместителем министра внутренних дел Абхазии по оперативной работе и курировал раскрытие особо тяжких преступлений и прекрасно справлялся со своей работой. Однако ценой борьбы с правонарушителями стала жизнь. 26 января 2009 года первый заместитель министра внутренних дел Абхазии Закан Джугеля был убит в центре Сухума.
дома. Убийца сделал несколько выстрелов в Джугеле, после чего скрылся. По факту убийства Закана Джугеля было заведено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное в связи с осуществлением служебной деятельности». А конопля щепок килога он лечит от ибзейного ходальства. Я бег бы низ кеода, да ты хас ему муштарик. Рысы ядраху брёк, аха яхадраху ген, хазы яхдырот, аха. А при харяхке санза, ханаскинах гылот. Уголовный розыск по традиции является основным и ведущим звеном органов внутренних дел. В историю уголовного розыска вписано множество славных имен и отважных поступков его сотрудников. Зачастую именно от деятельности сотрудников уголовного розыска зависят процент раскрываемости совершенных преступлений и быстрота обнаружения нарушителей правопорядка. Их действия изначально определяют, насколько высоки шансы раскрытия того или иного преступления. Сегодня с уверенностью можем сказать, что преступность уменьшилась, касающаяся тяжких и особо тяжких преступлений. То есть в этом направлении постоянно работа ведется. Исходя из предыдущих прошлых лет, если делать анализ, то наблюдаем, что есть снижение. Такие виды преступлений, как похищение, разбой, грабежи и так далее. Что касается, конечно же, наших граждан, хотелось бы более, чтобы доверие к милиции, к правоохранительным органам было. Раскрытие преступлений сегодня главная задача сотрудников внутренних дел и основной показатель их профессионального мастерства. Приоритетными задачами, стоящими перед следователями, являются повышение уровня защищенности интересов личности, общества и государства от преступных посягательств, качества и объективности предварительного следствия. Конечно, показатели следственных органов, входящих в структуру МВД Республики Абхазия, они улучшились. В качестве примера могу сказать, что в соотношении с прошлым годом количество уголовных дел, принятых к производству, сократилось на 33. Это аналогичный период. При том, что количество уголовных дел, направленных в суд, увеличилось на 15. Еще одной важной структурой в правоохранительных органах является управление по воспитательной работе. В этой службе давние традиции работы с личным составом. Основными задачами нашего управления являются обеспечение установленного порядка прохождения службы в органах внутренних дел, укрепление законности в дисциплине и деятельности сотрудников Министерства внутренних дел, организация системы профессиональной подготовки кадров, обеспечение ее соответствующих потребностей органов и подразделений системы Министерства внутренних дел Республики Абхазия, организация социальной работы с членами семей сотрудников внутренних дел погибших в Отечественной войне народа Абхазии 92-93 годов, также и после войны погибших при исполнении своего служебного долга, ставшими инвалидами последствий военной травмы. На сегодняшний день, возглавляя это управление, я стараюсь достойно продолжать начатое дело своих предшественников. Еще одним важным структурным подразделением МВД Республики Абхазия является Управление экономической безопасности и противодействию коррупции. В этом направлении с сотрудниками милиции ежедневно ведется активная работа. Сегодня руководством страны нам поставлены задачи во исполнение наших функциональных обязанностей. Будем говорить по-простому, планка завышена, с нас требует работы и результаты наших работ. Как известно, у нас сегодня тяжелая борьба есть с майнингом, на которой мы уделяем огромное количество времени. Только в этом году более 13 тысяч аппаратов было изъято, 10 трансформаторов, и эта работа продолжается. Сегодня в Управлении экономической безопасности и противодействию коррупции МВД Республики Абхазия по сравнению с аналогичными годами до этого уголовных дел у нас сегодня побольше. В скором времени, думаю, в конце года будет озвучено очень много уголовных дел, которых мы возбудили. По хищению имущества, по возмещению в бюджет страны.
проводится огромная работа, кропотливая работа. Нам задачи ставит руководство страны и лично министр повышать эту планку, и мы будем ее повышать. Ежедневную активную работу ведет и Управление по контролю за оборотом наркотиков. Основной деятельностью этого структурного подразделения является пресечение возможного ввоза и сбыта наркотиков на территории Республики Абхазия. Только за прошлый год было выявлено, вернее пресечена деятельность нескольких крупных наркоторговцев, которые осуществляли сбыт на территории Абхазии долгое время и были задержаны с таким, можно сказать, беспрецедентным фактом, с большим количеством наркотиков. Это порядка более 400 грамм, которые за всю историю правоохранительных органов Республики Абхазия ранее не было выявлено. Впервые в истории правоохранительных органов Абхазии мы пресекли вывоз наркотиков, порядка 6 килограмм наркотиков с территории Республики Абхазия на территорию Российской Федерации. Кроме того, уже на данный момент возбуждено более 10 уголовных дел по сбыту наркотиков, что уже является рекордным. Управление государственной автоинспекции обеспечивает проведение мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий. С каждым годом увеличивается численность транспорта. Все более интенсивным становится движение на дорогах. В этой ситуации работа инспектора крайне трудна. По работе сотрудников ГАИ водители и пешеходы судят о порядке в стране. И именно на них лежит огромная ответственность за свою деятельность. Сегодня руководством и сотрудниками госавтоинспекции проводится ряд важных мероприятий по вопросам безопасности дорожного движения, причем для всех участников дорожного движения, для всех возрастов. Большое внимание уделяется и повышению профессионализма сотрудника госавтоинспекции. Автоинспекции районов получают современный автотранспорт, новейшие технические средства фиксации нарушения правил дорожного движения. Строятся современные здания и посты. Статистика свидетельствует, что в последние годы число жертв ДТП на дорогах сокращается. Также сокращается число происшествий, в которых управлял транспортным средством лица в нетрезвом состоянии. Но, к сожалению, высоким остается уровень аварийности, нарушений со стороны всех участников движения. Поэтому сотрудники госавтоинспекции работы всегда хватает. Охрана общественного порядка – одна из главных обязанностей милиции. В структуре МВД именно подразделения милиции общественной безопасности обеспечивают безопасность граждан, охрану общественного порядка и собственности, ведут активную профилактическую работу в целях предупреждения уголовно и административно наказуемых деяний. Подразделение милиции общественной безопасности в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Абхазия, законом Республики Абхазия о милиции, а также внутренними приказами Министерства внутренних дел. При проведении массовых мероприятий, праздничных мероприятий в городах и районах Республики Абхазия представители общественной безопасности осуществляют безопасность во время проведения данных мероприятий. В рамках международного сотрудничества Министерство внутренних дел Абхазии ведет работу и в сфере предупреждения преступности и борьбы с ней. Активно укрепляется договорно-правовая база абхазо-российских отношений, отражающая взаимные интересы. Последовательно реализуется договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, в развитии которого был подписан ряд двусторонних соглашений. В рамках международного сотрудничества заключены ряд договоров и соглашений с Российской Федерацией, Приднестровско-Молдавской Республикой и Южной Осетией. Соглашению между Министерством внутренних дел Республики Абхазия и Министерством внутренних дел Российской Федерации о сотрудничестве органов внутренних дел приграничных районов от 24 декабря 2010 года. Если раньше в Министерстве внутренних дел существовала проблема с кадрами, то сегодня ситуация значительно улучшилась. В республике подготовка специалистов проходит в учебном центре Министерства внутренних дел. История заведения началась в трудное послевоенное время, когда предстояла огромная работа по восстановлению правопорядка в Абхазии. Страна нуждалась в кадровых сотрудниках милиции. Все усилия преподавательского состава школы были направлены на то, чтобы подразделения милиции пополнялись квалифицированными специалистами,
специалистами. Сегодня многие выпускники Сухумской школы милиции служат в органах внутренних дел на ответственных должностях. Традиционно курсантов и действующих сотрудников милиции отправляют на обучение, профильную переподготовку и повышение квалификации в ведущие специализированные образовательные учреждения МВД России. Сегодня 114 абхазских курсантов проходят обучение в 7 городах Российской Федерации. На сегодняшний день ситуация кардинально изменилась. Начиная с 2010 года на основании межправ договора мы стали посылать в некоторые вузы, в частности, это Краснодарский университет и Волгоградская академия, стали посылать молодых курсантов. Ситуация в кадрах стала меняться в лучшую сторону. Мы стали получать молодые, высокообразованные и сотрудников милиции. В этом году список городов был расширен. Нам выделили 5 мест в Омске. Это очень старое, зарекомендовавшее себя учебное заведение. Так что мы сегодня ежегодно приблизительно 20-25 человек, 15 человек ежегодно получаем молодых, профессионально подготовленных офицеров. И гораздо проще стало работать на перспективу. Дежурная часть занимает важное место в структуре органов внутренних дел. Именно сюда стекается вся информация о криминальной обстановке. Дежурная часть является центральным органом управления сбора и обработки оперативной информации системы МВД Республики Абхазия. Обеспечивает круглосуточный сбор и обработку оперативной информации о чрезвычайных происшествиях, преступлениях. Готовит и выдает в установленном порядке суточные и оперативные сводки и иные информационные материалы руководству во взаимодействии с дежурными службами подразделений Министерства внутренних дел. Рассматривая деятельность правоохранительных органов Абхазии, нельзя не отметить их вклад в улучшение криминогенной обстановки и общественного порядка в стране. Буквально с послевоенных лет, по данным настоящего периода, более чем на 97% снижено количество особо тяжких преступлений, таких как похищение граждан и убийств. До единичных фактов сведены разбойные нападения, которых были сотни в 90-х годах и десятки вплоть до 2020 года. Помимо работы по раскрытию совершаемых преступлений, сотрудниками подразделений уголовного розыска повышена раскрываемость преступлений, совершенных в периоды прошлых лет. Это те же тяжкие и особо тяжкие преступления – убийства, разбои, грабежи. Растет динамика выявления преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, в скором времени Министерство внутренних дел будет реформировано. Реформы хорошие, то есть милиция будет практически переобразована в ряд других подразделений, которые будут включать в первую очередь милицию общественной безопасности и криминальную милицию. И добавится ряд служб, это как патрульная служба, которая будет осуществлять функции ГАИ, и функции участковых, то есть в одном экипаже будет несколько человек находиться, которые будут исполнять непосредственно свои служебные обязанности. Это добавит и эффективность, и быстрое реагирование на совершение каких-либо преступлений или ДТП, которые происходят у нас в Республике Абхазия. Хочу поздравить личный состав Министерства внутренних дел со столетием образования милиции Республики Абхазия, пожелать удачи, успехов. От вас зависит стабильность нашей республики. Сталкиваясь каждый день с преступлениями и правонарушениями, они ведут постоянную борьбу с криминалом. Во все времена обеспечение безопасности граждан, борьба с преступностью были делом жизни для людей, посвятивших себя служению Отечеству и закону. Для создания этого фильма мы использовали рассказы сотрудников об истории становления милиции и документы, которые сохранились. За 100 лет не раз менялась структура МВД, но неизменным оставалась главная цель ведомства – стоять на страже правопорядка и обеспечивать безопасность государства.